حاقل 26 مقوس لي حاقل должвали خلق أري أولسك سات حاقل دلي. Познакомиться с живописными полотнами и услышать авторские произведения Мусы Мортазанова, а также поздравить его с юбилеем, пришли представители творческой и профессиональной среды республики, писатели, педагоги, деятели искусства и студенты. Гостям вечера представили музыкальные номера. На сцену вышли дети, исполнившие произведения на фортепиано. А затем к зрителям со своим творчеством обратился Муса Мортазанов. Он прочел гостям стихотворения на ингушском и русском языках. Что меня побудило организовать творческий вечер в стенах своей школы? Наверное, это просьба моих коллег. Они после моей инициативы провести тот или иной творческий вечер тому или иному нашему художнику, поэту, писателю, презентацию книг, они просили меня каждый раз, а почему вы не проводите свой творческий вечер в стенах нашей школы? Муса рассказывает, что интерес к поэзии у него появился еще в юности. Со временем это увлечение переросло в профессиональную деятельность. С 1995 года, будучи военнослужащим, я написал первые свои стихотворения. Вот, два сборника за плечами. Праздничную атмосферу мероприятия продолжили музыканты Назир Мамилов и Башир Аздоев. Они исполнили композицию «Эхо гор», которая придало творческому вечеру кавказский колорит. Думаю, что для него это был сегодня подарок музыкальный от нас с Баширом и Аздоевым. На сцене звучали слова благодарности за вклад Мусы Мортазанова в культурное наследие Ингушетии. Я был глубоко удивлен тем, что у нас есть ингуш, который может так нарисовать. Не техника рисования, а вот это мировосприятие. Это достойный представитель ингушского народа. Ну и что хочется пожелать человеку, когда исполнилось 50 лет? Конечно, здоровья, долгих лет жизни. Муса Мортазанов – пример настоящего таланта, который способен вдохновлять. Этот человек многое сделал для культуры родной республики. Творческий вечер стал настоящим праздником искусства, который объединил поклонников поэзии и живописи. Мария Амбата, Мухаммад Гиндиев, Магаз 24.